Минувшая неделя была особенной для всей нашей страны, для всех стран постсоветского пространства, где еще чтят подвиг воинов-освободителей. 9 мая – дата наступления, которую 67 лет назад люди всего мира ждали с нетерпением. Некоторые, сложившие своим головы на фронтах Великой Отечественной войны, так и не дожили до этого славного праздника. На долю ветеранов войны Балташа Сиитова, как и миллионов советских солдат, выпало немало испытаний. Он не просто был участником самой кровопролитной схватки в истории человечества, но он принимал участие в боях, имевших значение для всего хода войны. Балташ Ата совсем юным мальчишкой попал на фронт. Это был кровавый 1943 год. В это время потери советской армии были максимальными, но он выжил. Для ветерана войны Балташа Сиитова нет праздника дороже сердцу, чем День Победы. Из года в год, вот уже более 60 лет, 9 мая он отправляется к вечному огню. Этим совсем еще юным ребятам столько же, сколько было Балташу Сиитову, когда он попал на фронт. 17-летний парень видел все ужасы войны и каждый день, несколько лет, находился между жизнью и смертью. Он, как и тысячи других советских воинов, прорывал блокадное кольцо Ленинграда. Это он освобождал изможденную Гродненскую область Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Простой казахский солдат в составе 1-го белорусского полка рвался в бой под личным руководством маршала Жукова. Вел бои кокшетауский ветеран войны и у стен Рейхстага. И даже на первом параде Победы он маршировал на Красной площади. Страшно, когда это было первый раз на территории еще Белоруссии. Мы когда шли, проходили все дома, здания, дворы, все везде. Как говорится, населенном пункте особенно. Вот. Дергаешь дверь, откроешь, а там мина может быть взорваться. Сегодня грудь ветерана полна медалей. Бережно хранятся воспоминания о тех страшных годах и пожелтевшие фотографии с фронта. Будем помнить и мы. Помнить о тех, кто ценой нечеловеческих усилий не покорился врагу и подарил нам великий праздник – День Победы. Уже победа. Мы чувствовали, себя чувствовали мы победителями. Айнагуль Тимирханова, Асим Хаматайқызы, Данияр Жумагулов, Апта.